Победа над, цитата, «изощренным, жестоким и беспринципным врагом далась многонациональному народу огромной ценой». Да так, что на протяжении долгих дней и ночей страна жила только одной мыслью – все ради фронта, все ради победы. Такими словами глава Коми сегодня открыл торжественное собрание, посвященное 9 мая в Республиканской филармонии. У фронтовиков, тружеников тыла и детей войны имеется бесценный опыт борьбы и стойкости в осуществлении трудового или военного долга. И все это пример для будущих поколений. Тут во время выступления Сергей Гапликов сделал акцент на объявленный им год наставничества. Дорогие наши ветераны, дорогие участники боевых событий, низкий вам поклон. И нет слов, которые могли бы выразить нашу благодарность за ваш героизм, мужество, за то, что вы выстояли, победили в самой кровопролитной, в самой жестокой войне, которая была за всю историю человечества. Спасибо вам за то, что мы и наши дети могут жить и трудиться под мирным небом. Сохранить связь поколений, передать будущим поколениям, детей, внуков, правнуков, всю правду об этой войне – это наша святая обязанность. Поэтому 9 мая мы с вами выйдем не только на парад, не только почтим память всех тех, кто не вернулся, но и вместе в едином строю, вместе с фотографиями наших отцов, матерей, дедов, прадедов пройдем в едином строю бессмертного полка. Далее на сцену поднялась председатель Госсовета Надежда Дорофеева. Она добавила, что День Победы объединяет прошлое, настоящее и будущее и напоминает о мужестве, героизме, стойкости и храбрости советского солдата. Цитата: «Наша задача – эту память передать нашим детям и внукам и будущим поколениям». А после того, как ветеран Эдуард Матюшин прочитал стихотворение собственного сочинения про войну, для героев и гостей праздника начался концерт. Поздравили присутствующих хор, балетная группа и национальная студия ансамбля «Ася Кыа».